В этом году исполнилось 10 лет со дня возникновения организации «Мостострой». Свой юбилей коллектив отметил сразу после празднования Дня Победы. До войны в Абхазии строились объездные дороги, поэтому здесь находилась дорогостоящая техника, которая была вывезена грузинами в первые же дни войны. Новая организация начиналась с нуля. Президент республики выделил беспроцентный кредит, на который была скуплена находящаяся у населения техника. После победы состояние мостов на территории Абхазии находилось в очень плачевном состоянии. В Ачимчинском районе 90% мостов было взорвано, полностью уничтожено. Резко стал вопрос о их восстановлении, и этому вопросу большое внимание уделялось и правительстве, и президентом, и на основе этого было принято решение о создании при Министерстве тогда строительства и архитектуры. Вначале это был мостотуннельный отряд, потом переформировался в фирму «Мостострой». Первым восстановили Нижнегуместинский мост. В результате взрыва полмоста отсутствовало, и проезд к мельзаводу был невозможен. Второй мост через речку Юдорку восстановили следом. За 10 лет полностью восстановлены мосты по трассе, начиная от Псов до реки Ингур. Многие мосты, если считаются, можно посчитать, что они построены заново, потому что уничтожены были полностью, включая не только пролетные строения, но и опоры. Это мост через реку Чаша, мост через реку Томуша, Хурей. Сразу после войны временно был отремонтирован Верхний Гуместинский мост. История его нас заинтересовала. Он строился долгих 25 лет. Запроектирован был в 1929 году. Начали строить в 1932. Затем перерыв до 1939 года. Активное строительство прервала война 1941 года, а в 1947 году работы были продолжены. Здесь использовался труд немецких военнопленных. Начальником строительства в разное время были и архитектор Мчедлидзе, и Гулия, сын известного абхазского писателя. Это типовой проект. Аналогичный мост построен в Сочи в районе цирка. Однако эстетика Гуместинского моста считается более удачной. Мост красиво вписан в ущелье между горами. Это мост, визитная карточка нашей столицы. Он запечатлен на многих исторических буклетах, издаваемых в советские времена и сегодня. Уникальность тем, что необычная архитектура моста, конструкция моста. В 1987 году для строительства объездной дороги из Тбилиси послали 90-тонный кран. Огромная стрела должна была проехать через Гуместинский мост. Комиссия, созданная для этого случая, обследовав мост, признала его аварийным. Однако кран все же был провезен, мост выдержал испытания. После войны восстал вопрос о обеспечении нормального проезда по этому мосту. Были приняты вначале меры для аварийного проезда, то есть уложены металлические конструкции, подсыпки сделаны, и движение немножко было налажено. Но потом наступил момент уже для организации нормального движения, то есть проведение тех работ, которые привели мост в такое состояние, какое мы сейчас видим. Когда мы приступили к работам, мы столкнулись с первой очень большой трудностью, так как здесь проходила линия фронта. Оба склона были очень сильно заминированы, а когда с помощью нашего Министерства обороны саперов был разминирован склон, мы спустились под мост, мы увидели, что сам мост тоже был заминирован очень минами большой мощности. Все же минирование для моста не прошло бесследно. По центру его видна трещина, и когда вы проходите мост пешком, ясно ощущается вибрация и раскачка. Большую нагрузку испытывает мост во время мандаринового сезона, когда по нему колонной идут большегрузые фуры. Мосту вредят резкие толчки, то есть нельзя на мосту тормозить, нельзя на мосту ускоряться. То есть на мосту надо на одной скорости проезжать, не ускоряясь, не замедляясь и не делая резких торможений. Даже не водителю ясно, у моста надо немного притормозить. Тот, кто этого не делает, оставляет тут свои машины, а порой и жизни. Такую же картину можно наблюдать и у другого моста Верхней Шери. Исключительность этого моста в том, что это является самым высоким мостом в Абхазии. Проезжая по трассе, человек даже может и не заметить, что переезжает через мост, но глубина ущелья здесь 47 метров. И на сегодняшний день это самый высокий мост в Абхазии.
При подъезде к серпантину Эшерского подъема можно заметить установленные когда-то быки для опор моста. На данном объекте в 1992 году был выполнен определенный объем работ по всем опорам. Забиты буронабивные сваи. 2 опоры были возведены фундаменты и, соответственно, сами опоры, которые вы на сегодняшний день видите. До войны, в апреле 1992 года, здесь началось строительство объездной дороги. Она должна была уже функционировать в 1995 году. Уже бы, наверное, здесь были бы мосты, была бы дорога, если бы не война, которая внесла свои поправки и приостановила осуществление этого проекта. Значит, после того, как там был построен мост, дорога шла и ниже этой. Вот в этом месте предусматривалось строительство 2-арочного моста через это ущелье. Потом дорога шла по тому склону, поднималась наверх вот так вот и выходила в ресторан, в районе ресторана. Проект рассчитан был на современное время, то есть он соответствует сегодняшнему дню. При открытии финансирования это возможно осуществить и убрать так называемый тещин язык. Необходимость в этом существует, потому что данный проект он был разработан с перспективой на будущее. Ширина моста здесь составляла только 18 метров с виражом. То есть это современное решение. На сегодняшний день он морально даже не устаревший этот проект. И для того, чтобы если развитие нормальное транспортное движение, этот проект один из самых необходимых. Организация «Мостострой» в послевоенное время восстановила все мосты Очимчирского района. Мост через реку Кадор был взорван в последние дни войны. Там были серьезные повреждения. И хотя пролеты большие, 33 метра, а вес одной балки более 80 тонн, мост был восстановлен в краткие сроки. Правая сторона с моста полностью была разрушена, а левая, под ней была разрушена опора, и 3 балки длиной 33 метра, общим весом где-то порядка 300 тонн, просели и находились в русле реки. Здесь была совершенно засыпка, и движение не прекращалось, но при первом же паводке, подмыв балки, мост был бы полностью остановлен, в смысле движения бы не было. Для капитального строительства Кудурского моста нужна тяжелая дорогостоящая техника. Это в перспективе. Ну а следующий мост Мчаша был восстановлен совместно с миссией ООН. Вот этот мост через реку Чаша, который во время военных действий был тоже взорван. Пострадало здесь не только пролетное строение, но и правобережная опора моста была полностью разрушена. При его восстановлении пришлось отремонтировать левобережную опору и построить заново на свайном основании правобережную опору. Пролет моста был 21 метр, сейчас он на сегодняшний день 24 метра. Еще один мост был восстановлен совместно с миссией ООН. Тамышский мост во время войны был буквально разорван в результате минирования. Можно с уверенностью сказать, что мостостроевцы его заново отстроили. Сложность заключалась в том, что не только убрать те обрушившиеся конструкции, потому что мощность заряда была настолько велика, что полностью была разрушена центральная опора моста. И опять-таки, исходя из того, что предыдущая схема предусматривалась тут по 21,6 метра пролеты, нам пришлось сделать по 24 метра. То есть практически все 3 опоры были заново восстановлены и построены на этом мосту. Сегодня мостострой в Абхазии – одна из тех отраслей, которая вернулась на довоенный уровень. Построено немало мостов в сельской местности, там, где их вообще не было. Например, мосты в реках и Пакваще. Все это время коллектив работал на материалах, оставшихся с советских времен. Теперь же приходится все завозить из России, и потому наблюдается некоторый спад строительства мостов. Проезды везде есть, это уже одна из основных причин. А говорить о улучшении качества мостов, расширении, все, эта тема актуальна, но на сегодняшний день в Абхазии практически уже закончились все запасы тех строительных материалов, которые мы используем для строительства мостов. Если после войны период времени мы завозили сюда в основном электроды, цемент, сейчас практически все приходится завозить с России. Цены там, естественно,
очень высокие, плюс таможенные различные пошлины, это дорога, все, и строительство мостов очень дорогостоящее сегодня мероприятие. И хотя темпы строительства притормозились, однако появились в этой отрасли новые направления – строительство морских причалов. Например, в Киндге на базе отдыха «Эвкалиптовая роща» и в Пицунде на базе отдыха «Металлург». Все мосты построены за счет бюджета республики. Единственный случай есть, когда, так скажем, выходцы из деревни, села, выезжая за пределы нашей республики, добились там определенных успехов. И вот они у себя в деревне там подремонтировать, или вот как в Абгархуке мы построили мост новый совершенно. То есть за средства, которые выделяют земляки, люди, которые находятся за пределами нашей родины, работают там и добились определенных финансовых успехов. Все старые железнодорожные мосты в Абхазии построил известный мостостроитель Басов. Благодарное население поставило ему памятник в городе Очимчире, рядом с последним творением мастера – железнодорожным мостом через реку Галицгу. Существует печальная история, согласно которой в ночь перед госсдачей объекта Басов усомнился в своих расчетах. Предчувствуя ошибку в проекте, мостостроитель написал прощальную записку, в которой объяснил причину своего поступка. Забравшись на верхний пролет моста, мастер спрыгнул вниз на безводье, положив конец своим сомнениям и мучениям. Однако мост выдержал испытания временем и вот уже более 70 лет является действующим. В те времена один человек производил расчеты конструктивной части, один человек делал проектное решение, и один человек руководил строительством этого моста. И потому вот с тех пор, говорит, существует легенда, что мостовик после завершения строительства моста спускался под мост, чтобы подтвердить правильность всех своих расчетов и качество строительных работ, которые он выполнил. На сегодняшний день организация «Мостострой» ведет активную работу по строительству автодорожного моста через реку Псоу. И несмотря на то, что мосты в Абхазии большей частью восстановлены, работы еще крайне початы. Коллектив у нас не очень большой, 60 человек, но все мы собрались после войны. Мало кто знал друг друга, работали в различных организациях, но имели отношение, конечно, к строительству. Можно по пальцам пересчитать тех, кто ушел, но за 10 лет уже стали такими как-то родными и хорошо знаем, кто что может, кто на что способен. И насчет этого уже нас немножко проще. И в работе это здорово помогает. Я хочу, чтобы все, кто сегодня празднует этот юбилей вместе с нами, считает это своим праздником, пожелать, в первую очередь, конечно, это здоровье, и чтобы их труд всегда оценивался, потому что, наверное, это самое большое, самое приятное.